В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Участники из десятка стран обсудят вопросы торговли, инвестиций и малого бизнеса. Форум проходит ежегодно с 1997 года. В 2016 он проходит под девизом «На пороге новой экономической реальности». Из северной столицы передает Айсена Бурнашова. Данное мероприятие проходит в культурной столице уже в 20-й раз. В этом году ПМФ сменил свое традиционное место проведения. Из центра города переместился на юг, в масштабный культурно-выставочный центр «Экспофорум». Первый день работы форума посетило около 10 тысяч человек, более чем из 100 стран мира, среди которых иностранные главы и представители крупных бизнес-компаний. Сюда приехал тот, кто верит в движение мировой экономики, кто верит в будущее сотрудничество с Россией. Это признак доверия к нашему форуму, доверия к России. Это демонстрация нашего потенциала. На торжественном открытии выступили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который подчеркнул про разрыв связи между Россией и странами Европы и рост уровня недоверия друг к другу из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Предстоящие 3 дня работы форума обещают быть насыщенными деловыми событиями, подписаниями бизнес-соглашений, встречами участников форума ШОС, БРИКС и деловой двадцатки. Также организаторы ПМФ подготовили для участников культурную и спортивную программу. Так, впервые в рамках экономического форума пройдет 5-километровый забег по центру Санкт-Петербурга. Делегация Якутии традиционно принимает участие на данном форуме и уже посетила секции и пленарные заседания. Основная наша работа, конечно, будет завтра. Завтра Егор Афанасьевич возглавит нашу делегацию. Выслушаем доклад Владимира Владимировича Путина. И в конце у нас запланировано подписание между Республикой Саха-Якутия и корпорацией Кавасаки по проектам энергетическим. ПМФ многие годы является инструментом для преодоления экономических барьеров. В этом году юбилейный 20-й форум проходит под девизом «На пороге новой экономической реальности». Надеемся, что на протяжении 3 дней работы форума участники и представители бизнес-сообществ смогут выработать эффективные способы и методы для развития экономики России и всего мира. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург. Завтра в рамках деловой программы Петербургского экономического форума состоится конференция по развитию Арктики. В ней примет участие и делегация Якутии. Глава региона Егор Борисов представит концепцию создания северо-якутской опорной зоны.